სოხუმ ზუგიტი ეს ჯინჯ ხეთაშემიხ სისონ ბუკიარე გრეზ თორსას ბრელბუკი ეფრენა ქოპატონ მე თქოლიო დოჭარით ნუ თუ აიღუნა ბომუთუნ კითხვა თიკოსკუმა მუგო ინტერესუნა აფხაზეთის ომის გმირ ბოლო თიმხარეშე გმირის ოდებაო вот переходим на русский язык. Добрый вечер, Ибрагим Хасанбеевич. Добрый Как вечер. слышите? Все хорошо. Как говорят поляки, wszystko в порządku. Давайте для начала я представлю вас нашему зрителю. Значит, участник грузинско-абхазской войны, герой Абхазии, общественный деятель и лидер черкесского движения за независимость черкесского государства, его в исторических границах. Господин Ибрагим Хасанбеевич Ягар. Я все правильно сказал? Ничего не пропустил? Нет, все правильно. Начнем, наверное. Ибрагим, Ну, на давайте первый взгляд, потихоньку. на первый взгляд вам могут показаться дилетантными мои вопросы. Но поскольку наш зритель не очень разбирается во всем том, о чем мы сейчас будем говорить, поэтому я вам задам такие вопросы, которых я уже знаю заранее, да, я подготавливался, но зритель не знает. Вот обычному обывателю интересно, и он не знает на самом деле. Вот начнем с Конфедерации горских народов. Что это за организация? Почему она создалась? И каких целей она преследовала и преследует? Если можете вкратце. Да, я постараюсь. Я был членом этой конфедерации. Эту конфедерацию изначально называли проектом КГБ даже. Тогда еще, по-моему, КГБ было. Но в основном эта организация появилась благодаря тому, что в России стало больше кислорода. В 90-х годах народ, мы, молодые, я тогда еще был молодым человеком, мне было около 25 лет, мы поверили, что в России может быть демократия, глотнули немного свободного воздуха. У нас от этого свободного воздуха голова немножко кругом пошла, и мы решили, что у нас появился шанс освободиться от этой Российской империи и построить государство. Ну, конечно, не все об этом думали, но вот то поколение, мои друзья, сообщество, которому я тогда принадлежал, мы в это верили. Но нам не повезло, как Грузии. Законным путем, как это тогда в 91 году получилось, нам не удалось отколоться от Российской империи ввиду того, что мы не были в статусе союзных республик. Поэтому, к сожалению, мы остались внутри
Российской империи. Чечня воспользовалась этим моментом. Тогда в Конституции Советского Союза была статья о праве любого народа на самоопределение. Эта статья, конечно, не работала никогда, со времен Сталина еще, но она была, потому что Конституция Советского Союза максимально была приближена к демократическим принципам. Соответственно, Чечня тоже этим воспользовалась, и мы тоже попытались тогда попробовать все-таки отделиться в лучшем случае, а в худшем случае постараться отбить у Российской империи как можно больше прав. Потому что население все-таки было, к сожалению, далека от этих политических вопросов. Народ был занят выживанием, как всегда это бывает в империях, во всех империях. Вот. И вот это создание Конфедерации народов Кавказа была попытка объединиться на условиях единения народов и попытаться как-то или построить государство, если получится. Поднялись вопросы признания геноцида черкесского народа, самоопределения всех остальных народов. Даже казаки вспомнили про Донскую республику на Кубани. На Кубани там Кубанская республика. Вот. Ну и, конечно же, вот это весь этот парад суверенитета, вы помните вот это знаменитое выражение Ельцина: берите самостоятельности столько, сколько сможете унести. Это была очень кровавая шутка, в которую поверили многие, и для многих это обернулось трагедией, это обернулось войной, в том числе и для Грузии тоже. Поэтому Конфедерация народов Кавказа – это была попытка объединиться на условиях, которые тогда существовали на Северном Кавказе. Туда даже подсоединились казаки. Она называлась Конфедерацией горских народов, а потом была переименована в народов Кавказа, когда, в общем, казаки, я как раз присутствовал на учредительном съезде в Ставрополе, когда казаки вступили в Конфедерацию народов Кавказа, а до этого была Конфедерация горских народов. Многие это констатируют как провокацию со стороны КГБ, но, извините, есть конспирология, есть конфликтология, российская, которая сейчас утверждает, что Дудаев и Шамиль Басаев были агентами КГБ или ГУРа. Ну, это примерно то же самое, скажем так, коротко. Понятно. Тогда второй вопрос. Опять вопрос конфедерации. Как оказались конфедераты на территории Абхазии и какие цели преследовали, когда включились в грузино-абхазский конфликт? Ну, этот вопрос мы жуем уже 34 года. Ну, Иисус даже столько не прожил. Вот. И, конечно, версий несколько сот. Я не хочу сейчас выдвигать свою версию, я просто вам расскажу, что я тогда чувствовал, молодой 26-летний человек, который только женился. 20 дней до войны. Это было 20 июля, а война началась, как мы помним, 14 августа. Я был преуспевающим фермером, у меня уже сформировался табун лошадей, как предприниматель, активно принимал участие в тех экономических преобразованиях, которые тогда проходили в России. Мы поверили в то, что экономика может подняться, верили в то, что в России может быть демократия, что мы можем интегрироваться в западный мир.
куда основная часть молодежи, которая имела такую возможность, пыталась эмигрировать. Тогда у нас был такой анекдот. Ситуация в России создалась такой, что если бы наши деды, которые брали Рейхстаг в Берлине, узнали бы, что там где-то через 80 лет их внуки будут мечтать попасть в Германию, они бы там на месте бы застрелились бы, согласно чести военного. Вот такая ситуация. Мы ездим на Черноморское побережье. Мой род берет начало с Абхазии. Это династия под фамилией Маан. Ну, наверное, те, кто жили в Абхазии, немного знакомы с историей Абхазии, знают об этом. Потом мой род также живет на Северном Кавказе, в Абазе. Там эта фамилия звучит Аган. Также мой род живет и в Кабарде. Вот вся эта территория, в моем понимании, является территорией, этнической территорией Черкесии. А государственная территория – это немножко другая. В Кабарде мой род носит фамилию Еган, с Е начинается. Ну, а по-русски она опять трансформировалась в Яганов. Теперь я Яганов. В этот период у нас были близкие отношения и с абхазами, и со всеми кавказскими народами, в том числе и мы налаживали также и с казаками, с грузинами. Огромная грузинская диаспора живет в Нальчике традиционно. У нас были друзья, я спортом занимался, у нас тренер был Лабжанидзе, это очень известная династия в Кабарде. Вот все было хорошо, пока мы вдруг не узнали, что танковая колонна со стороны Грузии движется на Сухум. Я вам откровенно скажу, в 1989 году я сидел, смотрел телевизор на те беспорядки, которые проходили в Сухуме, и не мог понять, что эти грузины не могут там поделить. Еще в 1989 году для меня Сухум был грузинским. А потом, когда вот эти события начались, к нам начали приезжать абхазы, мы начали интересоваться, что все-таки там происходит. Мы, откровенно говоря, открыли, я для себя открыл абхазов, открыл, что мой род из Абхазии. Мы ездили, мы очень любили поговорить на Брехаловке, попить кофе. Они, абхазы, начали к нам приезжать, и мы как-то восстановили уже такие близкие взаимоотношения. В 1991 году, 21 мая, мы в Нальчике отмечали, то есть у нас был траурный день по жертвам русско-кавказской войны. С этого траурного митинга я и двое моих соратников, это был абхаз Валерий Чачхал и Мирзоев Аслан, мы втроем на лошадях выехали со стадиона в городе Нальчике и двинулись через перевал в Абхазию на Сухум. Это были времена, когда шел Всемирный Черкесский конгресс, первый Всемирный Черкесский конгресс. Я вам скажу, по дороге мы прекрасно, и карачаевцы нас приняли, мы были одеты в национальную одежду. На перевал нам пришлось перейти пешком, потому что было очень много снега, на лошадях мы бы его не преодолели бы, это мы рано вышли. Конец мая, это еще рано, перевалы еще не открыты, но мы, тем не менее, были очень настырными, без оборудования, в общем, соответственно, перешли перевал. На той стороне нас встретили охотники. Там, по-моему, был южный приют, где мы переночевали, погостили у этих охотников. И дальше уже пешком двинулись по Кадору вниз до Сухума. Это было до того,
как мы узнали, что танковая колонна двинулась на Сухум. Первая мысль у всех молодых людей на Кавказе, не только в Кабардино-Балкарии, ну, Дагестан чуть-чуть далековато от Абхазии, и у них таких близких родственных отношений не было в истории, но Чечня, ингуши тоже, и, конечно, черкесы и остальные, в общем, народности, у всех сразу появилась мысль, что надо спасти 100-тысячную Абхазию от 4-миллионного населения Грузии. Вот первая мысль. Ну, чисто по-человечески. Потом, откровенно говоря, вот эти все разговоры пошли. Я должен сказать, что тогда мы воспринимали Грузию как правопреемницей Советской империи. Откровенно говоря, частично и Гамсахурдия, а потом еще и Шеварднадзе претендовали на наследство Советского Союза. Давайте вспомним, что это был очень тяжелый период и для Грузии. Практически шла гражданская война. Законно избранный президент Грузии Зviad Гамсахурдия был отстранен в результате вооруженного переворота. И в Тбилиси вернулся КГБшник, бывший первый секретарь, бывший соратник Горбачева и министр иностранных дел Шеварднадзе. Для нас это было, откровенно говоря, для нас, скажем так, этих черкесских националистов это было буквально шоком. Потому что мы думали, что все-таки идем вперед, а тут мы видим, что что-то возвращается обратно. Но мы понимали, что это не просто так, что есть силы в Грузии, которые заинтересованы в возврате Советского Союза. Мы так это, в общем, восприняли. И то, что Шеварднадзе вернулся обратно в Тбилиси из Москвы, нами было воспринято довольно-таки тяжело. Ну и когда мы услышали, что танковая колонна идет, а потом еще и десант был высажен на Псоу, мы в спешном порядке начали собираться, собрались в Грозном. И с Грозного уже сформировали первую группу. В этой группе был Шамиль Басаев, он командовал группой до Кабарды. По Кабарде и до Перевала группой командовал тогда уже я. Вот таким образом я стал тогда командиром. Меня на выборах не выбирали, приказом главнокомандующего не назначали. Я каким-то естественным путем стал, потому что стал проводником, я знал эти горные дороги, потому что до этого еще и через Перевал ходил на Черное море. Я как конезаводчик работал в горах, много ездил, знал горы, поэтому я вышел, сказал, что могу проводить. Ну, это целая история, это было довольно-таки интересное приключение. И мы на голом энтузиазме, не имея особо оружия, кроме чеченцев, остальные не были вооружены. Желающих помочь тогда абхазскому народу, спасти абхазский народ, как мы это тогда воспринимали от грузинского фашизма. У нас было такое восприятие, что на смену Советского Союза за Кавказом, тогда мы же называли его Закавказье, в общем, приходит грузинский фашизм. Ну, для нас это было как-то неприемлемо, и были некоторые факторы. Во-первых, Грузия получила свою долю артвооружения от советской армии. И мы видели уже, что Грузия хорошо вооружена. Во-вторых, для нас было удивительно, что грузинская армия, она же флота не имела своего, нет, военно-морских сил у Грузии не было, но
довольно-таки существенный десант был высажен на Псоу. Его высаживали, если мне память не изменяет, 4 БДК, во главе которого был Цезарь Канунников. Этот Цезарь Канунников при посредничестве украинской армии сейчас перешел в подводный флот. А эту группировку всю прикрывал с воздуха известный нам всем крейсер «Москва», который тоже сейчас является одним из числа подводного флота. Вот эти все, то есть Абхазия окружена, единственная дорога жизни – это через Дамхурц, перевал. Мы считали часы, даже не дни, чтобы спасти абхазский народ от этого фашизма. И мы пешком в тапочках, никто не был готов, кто-то был в тапочках, кто-то был в маечках, без оружия, без ничего, на голом энтузиазме молодежь двинулась на помощь Абхазии. Я вам рассказал то, что я чувствовал, то, что мы, молодые люди, тогда чувствовали. Я прошу меня понять правильно, я не пытаюсь сейчас никого оправдывать и кого-то. Это не пропаганда. Я вам рассказал. Ваши взгляды на тот момент. Что вы да, чувствовали, что нами двигало? Что вы знали. Что нами двигало? Я вас понимаю. Тут у нас желающие задавать вам вопросы. Теперь я их буду по одному поднимать. Значит, у нас будет формат такой. Один человек, один вопрос, исчерпывающий ответ, потом следующий человек. По одному буду всех поднимать. И будут задавать вопросы. Начнем с Тимура, наверное. Тимур, ты здесь? Что-то Тимур не поднимается. Давай Колха тогда. Амуди, я тебе прислал. Мы в прямом эфире, да? Да, мы в прямом эфире. Ну, такие длительные перерывы. Здравствуйте, приветствую всех. Добрый день. Добрый день. У меня очень-очень много вопросов, но так как интерес большой к вашей персоне на данный момент, я воспользуюсь только тогда одним вопросом. В первую очередь, по одному вопросу будет, но несколько вопросов по одной теме. Первое. Я хочу, чтобы вы вспомнили взятие Совмина. И то, что потом произошло, является это военным преступлением. И за что вы казнили военнопленных. Даже они не были военнопленными, это были просто должностные лица. Я не был в этой операции, я был ранен, лечился, был дома, когда, в общем, происходила вот эта операция. Я понимаю, о чем вы говорите. Это расстрел правительства, которое сдалось. Я считаю это военным преступлением. Если вы были бы на месте, вы как-нибудь поменяли бы ход действий? Если бы я был бы там на месте, я бы сделал бы все, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Это было военное преступление. Я считаю, что они сдались в плен небольшой кабардинской группе, которой командовал известный, в общем, в Абхазии, герой Абхазии Шоров. Я считаю, он обязан был обеспечить их безопасность. И вообще этот случай я считаю позором для кабардинцев. Этот позор, который нам придется как-то переварить.
А кто принял решение, чтобы их расстрелять? Я не знаю, меня там не было. Я не могу ответить на этот вопрос. Еще один вопрос. Меня интересует сам факт взятия Сухуми. Когда уже, я не знаю уже, чьи войска, там все перемешано было, то ли абхазские, то ли русские, то ли северокавказские. Кто основную роль, кто взял за взятие Сухуми, штурм Сухуми? Я часто слышу этот нарратив, что Грузия тогда воевала не с Абхазией, а с Россией. Я часто отвечаю на этот вопрос, мне неоднократно это, в общем, задавали. Но это примерно то же самое, как сейчас Россия утверждает, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Давайте на секунду. Сухум был даже не прифронтовым, а фронтовым городом. Практически Сухум совершенно целый. Если даже поискать, там сейчас можно найти мусор довоенного периода. Абхазы, к сожалению, так относятся к своему городу. И давайте вспомним, представим себе Грозный после войны. Вот там действительно воевали русские. Здесь обе стороны были кавказцами, обе стороны считали этот город своим, и обе стороны придерживались каких-то правил ведения войны и общечеловеческих правил. Я это видел своими глазами. Мы это разговоров кухонных, разных сплетен, кого-то расстреляли, кого-то изнасиловали. С обеих сторон очень много. Но ни одного расследованного военного преступления периода войны в 1992 году я, например, не знаю. Наверное, нет. Был случай, когда был сбит вертолет с беженцами. Но я должен признать, что этот вертолет мог быть военной, в общем, целью. Потому что гуманитарные вертолеты не могут быть использованы для военнослужащих и для транспортировки оружия. Вы, наверное, видели, есть один ролик Давида Пилия, который тогда командовал партизанской зоной, как он рассказывал, как прилетел вертолет, и оттуда вышли доблестные кабардинцы, красивые, и многие беженцы, которые хотели улететь на этом вертолете, развернулись и ушли домой. То есть на этом гуманитарном вертолете абхазская сторона возила оружие и военнослужащих, чего в период войны допускать нельзя. Гуманитарный вертолет должен быть только гуманитарным. Я уверен, что тот, который стрелял в этот вертолет, если бы знал бы, что там находятся дети и женщины, он бы, наверное, не выстрелил бы. У меня есть имена, фамилии лидеров абхазского сопротивления, которые находились в этом вертолете. Аслан Зантария, Владимир Анскупов. И, между прочим, говорят, что еще один кабардинец сидел в этом вертолете. Да. Феликс Бекалбек. Да, я его знал. Бекалдиев. Это правда, да? Это правда. Значит, это была легальной целью, так получается? Получается, да. Получается так. Это тяжело говорить, но так получается. И фактически давайте, в общем, представим Грозный, где действительно воевала российская армия, что осталось от него. Давайте, в общем, посмотрим, что осталось от Мариуполя в Украине. Там тоже воюет российская армия. И российская армия с периода Кавказской войны всегда использовала тактику выжженной земли. Если бы российская армия, которая двурушничала, она тогда сотрудничала с обеими сторонами. Их задача была, чтобы этот конфликт тлеял долго и нудно. И благодаря этому конфликту они держали контроль не только над Абхазией, но и над Грузией тоже. Это те методы, которые понятны русским. Они по-другому не работают, они другого не понимают. Только
позицию силы, позицию уничтожения. И вот эту тактику выжженной земли они используют уже лет 500, наверное, не меньше. Я так себе представляю, когда гуманитарный вертолет поднимается в воздух, до того, как подняться в воздух, обе стороны соглашаются, что это гуманитарный, и одна сторона дает второй стороне добро на вылет. Так. Было ли это спланировано с грузинской стороной, что этот вертолет может подняться в воздух? Я не в курсе, я не знаю. Я не принимал участие в организации этого рейса. Понятно. А что касается, что русские там не воевали. Вот меня интересует такой вопрос. Ну, северокавказцы, они все являлись гражданами Российской Федерации, это раз. Но этнически русские присутствовали на войне? Меня это в конфликте, меня это интересует. Казаки или регулярные были. Какие-то части? Нет, регулярных частей русских не было. Это я могу засвидетельствовать. Я их не видел, их не было. Я бывал там практически на всех фронтах до штурма Сухума. А в битве при Тамыше вы были? Нет, в Тамыше я не был. Я был в Шумах. Там говорят, что вы Гаграх. в десант российский. Нет, я там не был. Русские туда живой силой не входили, им это не нужно было. Они хотели, чтобы этот конфликт тлеял долго и нудно. Они обеим сторонам продавали оружие, они решали свои вопросы там, поэтому я уверен в том, что, во-первых, в тех местах, где я сам воевал, русских солдат не было, это точно. Я уверен, что в других местах их тоже не было. Надобности в этом не было, и Россия в этот, в общем, период еще так глубоко в эти конфликты не вошла. Бытует мнение, ходят такие слухи, что во время войны с обоих сторон участвовали спецслужбы непонятных государств, которые занимались более разжиганием, стравливанием. Допустим, могу рассказать вам один пример. Перед интервью с вами я консультировался, расспрашивал многих ветеранов войны с грузинской стороны. И мне рассказали очень интересный факт с Восточного фронта. Как вы понимаете, Восточный фронт, он был такой, население востока Абхазии, такой анклавный, да? Одна деревня абхазская, другая грузинская, третья абхазская и так далее. И позиции, соответственно, по этим деревням проходили. Мне рассказали такую ситуацию в Меркулах. 93-й год, до перемирия, лето, происходит стычка. Абхазская сторона переходит в атаку, большая перестрелка, большие потери с обоих сторон. И уже когда бой затих, на грузинской стороне остаются 7 убитых абхазцев. Так как я уже сказал, соседние деревни, да, там с друг другом воевали, грузинская сторона узнает этих убитых абхазцев в соседней деревне. Ну, ясно, до войны они друг друга знали, вместе в футбол играли. Ну, узнали, знакомые меркульские ребята были абхазские. И, соответственно, в жест доброй воли, они договорились поменяться убитыми. На той стороне тоже остались грузинские убитые. Мы, говорит, договорились поменяться убитыми, но прежде чем поменять их, в жест доброй воли позвали, говорит, своих женщин с деревни, чтобы этих покойников привести в порядок. Помыли их, переодели, накрыли белой простыней и передали другой стороне. А на обмен пришли, говорит, северокавказцы. Национальность мне не назвали, к сожалению, были, не абхазцы были, говорит, точно. Мы этим северокавказцам передаем, говорит, эти 7 покойников. И через некоторое время привозят нам наших покойников изуродованных. Без глаз, без ушей. И, оглумились над покойником. На вопрос, что вы делаете, зачем вы так делали? Ответ такой, а вы что с нашими сделали?
как мы, что с вашей фамилией, как следует. Ну, что хочу сказать, могло быть такое, что спецслужбы специально так вот разворачивали, чтобы разжечь ненависть между... Максимально разжечь ненависть. Да. Я вам могу точно сказать, что спецслужбы орудовали по ту и по другую сторону. Они делали все возможное, чтобы как-то, в общем, чтобы ужесточить условия этой войны. Но я могу вполне откровенно сказать, глумления и издевательства над телами не было. Это неправда. Может быть, были какие-то единичные случаи, но в массовом порядке такого не было. Потому что воевали-то в основном Северного в общем, Кавказа люди, которые энтузиасты, националисты. Я националист, я не стесняюсь и не боюсь этого. Я не фашист. Я не шовинист, я националист, который любит и уважает свою нацию, свою родину. И я прекрасно знаю, что благополучие моего народа всегда напрямую зависит от благополучия всех народов, которыми мы граничим и живем вместе на Кавказе. И издеваться над телами это было просто ниже нашего достоинства. Этого не было, это неправда. Но, конечно, единичные случаи, когда... И еще один вопрос. Да. Меня интересует, вы говорите, что вы туда пришли по энтузиазму. Вы уверены во всех северокавказцев, которые туда пришли, что они только на голом энтузиазме туда пришли и не пришли за материальным каким-то благом? И были ли какие-то обещания, когда мы отсюда грузинов выгоним, что вам за это какие-то будут преференции? Нет, это неправда. Конечно, без мародерства не обходилось. Был контингент, которые там пытались где-то что-то себе урвать, но это были единицы. Основная масса были, в общем, энтузиасты. И никто никому ничего не обещал. Это я вам говорю вполне честно, откровенно. Никаких денег, никакой зарплаты, ни у кого ничего такого не было. Мы как пришли туда с голыми руками, так и ушли. Но среди нас были люди, которые имели проблемы там, в России. Были в розыске, в милиции, у них были долги, у них была какая-то там, ну, скажем так, не очень... хорошая жизнь, и многие среди нас были люди, которые приехали сюда, и они нам создавали очень плохой фон, и мы пытались с ними бороться. Особенно была большая борьба, особенно у меня в подразделении, с алкоголизмом. Был такой, ну, это малое число, наверное, не все, а процентов 25-30, может быть, были люди, которые... выдвинули лозунг: мы будем пить как мужчины и воевать как мужчины. Если ты как мужчина выпил, куда там еще воевать? И с ними была очень большая проблема. Мы пытались как-то их призвать к дисциплине, но это было очень сложно, потому что они были вооружены, они были постоянно под шофе, и с ними разговаривать было сложно. Это была даже наша проблема. И такие люди, конечно, были не без этого. Идеально все это не проходило. Было очень много жертв, когда подрывались на гранатах, подравшись, в общем, расстреляли друг друга. И такие случаи тоже были. Но это было не массово. Это, в принципе, в любой армии во все времена и у всех народов всегда было. Это так называемый, скажем так, естественная убыль. Даже когда... армия на марше, есть какой-то процент допускаемых потерь. Поэтому такие случаи были, но они не были массовыми, это были единичные случаи. Хорошо. И еще один вопрос. Почему ваша роль... Последний вопрос, потом плохо поднимаю. Хорошо. И последний вопрос мой заключается в том, что почему ваша роль принижена была после войны, когда во время войны сами абхазы говорили, что вклад северокавказцев очень большой, и они
каждую секунду пытались как-то отблагодарить. Это было и в публичных видео, и везде. А после войны, как с каждым годом, все больше и больше принижалась ваша роль. Типа, да, за нас они воевали, но основной костяк был абхазским. Было ли это так, и какой вклад был реальный ваш? Да, Результат. это было так. Это было так, действительно. Даже я был объявлен предателем чуть попозже, когда мы выступили против абхазских властей, даже после войны сразу. Это было обусловлено тем, что вы, наверное, молодежь, наверное, не знает, но был такой начальник объединенных штабов НАТО Джон Шаликашвили. Он был знаю. американцем, этническим грузином. Он нанес визит в Москву, встретился с Ельциным, после чего приехал на историческую родину в Грузию. Вот после этого визита отношение России к этому конфликту резко изменилось. И Россия дала вооружение и начала полностью помогать Абхазии. До этого они двурушничали. До этого. А после визита стало известно, что Шеварднадзе и Шаликашвили подписали договор около 20 пунктов, где был пункт по обучению 2000 грузинских офицеров в высших учебных заведениях НАТО и на перевооружение грузинской армии на натовское вооружение. И в России поняли, что этот был такой секретарь Совета Безопасности Юрий Скоков, который доложил Ельцину, что базы НАТО находятся сейчас в ФРГ. Еще, в принципе, Германия была объединена, но на территории бывшего ГДР еще натовских войск не было. А появилась реальная угроза, что она может появиться непосредственно у границ России в Грузии. И вот здесь ситуация и отношение России резко поменялось. И, откровенно говоря, у нас в штабах появились русские офицеры и вот эти спецслужбисты. Официально. Уже. Раньше военный совет состоял из абхазов и 6 северокавказцев. Эти 6 северокавказцев были Султан Сосналиев, Мухаммед Килба, известны они все герои, в общем, Абхазии. Я был, в общем, кабардинец, потом Шамиль Басаев, Иса Арсамиков и Хамзат Ханкаров. Потом, после этого, Султан Сосналиев и Мухаммед Килба, как кадровые бывшие советские офицеры, остались, в общем, в командовании, а нас, как террористов, буквально отстранили, по всей вероятности, по требованию российской стороны. И нас даже перестали приглашать на заседание военного совета, мы как-то остались, в общем, за бортом, скажем так. Это было после, где-то примерно ноябрь-декабрь месяц 92 года. Так все-таки ответьте на тот вопрос. Каков был ваш вклад северокавказцев в результат войны? Нет, это был очень большой вклад. Откровенно говоря, если бы северокавказцы вовремя не приехали бы и не поддержали бы Абхазию, то вот эта танковая колонна, она бы, наверное, проехала насквозь. А потом уже они поняли, что они не одни, что у них есть братья, родственники, которые могут их поддержать, что у них беда, и они с этой бедой один не остались. А потом уже, я вам скажу так, в каждом абхазском подразделении как талисман был один кабардинец и чеченец. И они даже морально и физически, и чем могли, всегда поддерживали. Поэтому роль северокавказцев была довольно-таки, в общем, серьезной. И абхазы не могут говорить, что это они одни выиграли эту войну. Конечно, основной груз они понесли, потому что это ихняя, по большому счету, родина, это ихняя война. И я это все видел своими глазами, они вытянули эту войну.
Но роль северокавказцев, она очень велика, и без них бы, скорее всего, Абхазия бы сегодня, наверное, в этом состоянии не была бы, даже в плохом виде, в таком, каком она есть. Ибрагим, с ваших слов получается, что Конфедерация горских народов выступала против власти Шеварднадзе, а не против грузинского народа. Я вам откровенно скажу, мне в Грузии 2 раза как-то неожиданно, я бывал там на разных пресс-конференциях, задавали, 1 раз в Батуми, а 2 раз в Тбилиси, задали вопрос. Господин Яганов, не хотите ли вы извиниться перед грузинским народом за войну в Абхазии? Ну, тяжелый вопрос, да? Я еще раз отвечу на этот вопрос. Я это, в общем, часто повторяю. Мы нет. У меня таких мыслей никогда не было, потому что мы воевали не против грузинского народа. Мы воевали против Госсовета Грузии, которая на танках приехала в Абхазию и готова была пожертвовать 100 000 грузинских солдат, чтобы уничтожить 100 000 абхазов. Наверное, вы знаете, что я кое-кого процитировал. Это не мои слова, это цитата. Нет, эти слова были сказаны не так, они просто интерпретированы по-другому. Нет, этот сюжет есть... Из контекста вырванный сюжет. В Ютубе этот сюжет, в Ютубе, извините, было сказано. Мы не пожалеем 100 000. Мы не пожалеем 100 000 русских солдат, чтобы уничтожить всех абхазов. Это было преступлением не только против абхазского народа, но и против грузинского народа. Никакая шовинистическая идея в мире не может стоить 100 000 жизней молодых Вы хотите солдат, сказать, которые что могут туда зашли быть шовинисты? генофондом для Грузии. Вы хотите Это мой сказать, что туда ответ. зашли шовинисты? Нет, тогда мы это так воспринимали. Ибрагим, а как вы прокомментируете то, что вы сейчас цитировали, слова Каркарашвили? Это было где-то сказано в октябре месяце, спустя 2 или 3 месяца войны. Но вот 21 августа 1992 года диктор абхазского телевидения передал слова председателя парламента горских народов Сасламбекова объявить на территории конфедерации всех грузинской национальности заложниками. Ну, это тоже преступление. Террористами и заложниками. Я же говорю, слова Каркарашвили имели предсловие. До этого оттуда была реплика, и он на эту реплику ответил. Нет, Извини, слушайте, мы Давай, же сейчас поднимай. разборки не устраиваем. Подождите, я далек от мысли сейчас разборки устраивать. Я ответил на вопрос, как мы тогда это воспринимали. Сасланбеков был премьер-министром, президентом был Муса Шанибов, он черкес. Тогда была очень напряженная обстановка, как в Грузии, так и на Северном Кавказе. И на этой мандраже, вот на таком, могли быть очень много выражений, которые бы граничили с преступлением. И брать в заложники все грузинское население в Абхазии, я считаю преступлением. Этого ни в коем случае нельзя было допускать. Так, еще вопросы есть? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Яганов. Знаете, у меня вот по поводу того, что слова вы цитировали Каркарашвили, но я как раз вот хотел по этому поводу, это был официальный приказ той организации, в которой вы состояли. В связи с этим у меня есть первый вопрос. Я просто прошу, чтобы вы не воспринимали его близко к сердцу. Вот в связи с этим приказом и ввиду того, что вы его исполняли, скажите, пожалуйста, вы себя считаете террористом? Нет, я себя террористом не считаю и никогда не считал. Во-вторых, никакого приказа не было. Это было сказано, по всей вероятности. Ну, честно говоря, я не помню, но раз
процитировали, значит, это было. Это По было абхазскому высказывание. центральному телевидению. Приказ горских Никакого народов. приказа брать все грузинское население Абхазии в заложники Не, я не Абхазии никогда даже, не получал и не выполнял. Федерации. Так давайте На по одному территории всей разговаривать. конфедерации было. Даже не в Абхазии, а по всему Северному Кавказу. Давайте по одному разговаривать. Я еще раз повторюсь. Такого приказа я не видел, такого приказа я не получал и такого приказа я не выполнял. Я понял. Хорошо. Тогда у меня второй вопрос к вам будет. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что русские не помогали в войне против Грузии. Скажите, пожалуйста, чьи самолеты бомбили город Сухуми и с чего после окончания, значит, боевых действий на этой территории 362 кадровых российских военных были представлены к так называемым государственным наградам Абхазии? Во-первых, Сухум не был разбомблен. Это миф. Я не говорю, что он разбомблен, я говорю бомбили. Российские не бомбили. Российские самолеты брали деньги и пуляли, в общем, в кусты. Сухум совершенно целый остался после войны. Несколько домов, может быть, было повреждено, но это было незначительно. Во-вторых, что касается, в общем, России, она двурушничала с обеих сторон, поддерживала температуру, чтобы оно не погасло. Я это уже говорил. Поэтому сейчас пытаться доказать, что там воевала российская армия, это абсурд. Это примерно, еще раз повторюсь, тоже. Давайте не перебивать друг друга. Господин Яган, нет, я понимаю, вы просто повторяетесь. Вы меня, ради бога, извините. Вы повторяетесь о том, что Россия двурушка. Я понимаю, я задал прямой вопрос. Не разбомбил. Не было вопроса, кто разбомбил город Сухуми. Я вам задал вопрос. Чья авиация бомбила город Сухуми? Чья авиация, да? Просто я страну, хочу, чтобы вы назвали просто страну. Чья это была авиация? Не почему, а чья это была авиация, да? И после окончания боевых действий 362 российских кадровых военных были представлены к наградам. Вот просто я это хочу, чтобы вы прокомментировали. Вот и все. Это басня, это неправда. Сухум российская авиация не бомбила. Они несколько раз имитировали воздушный налет. В том числе они также имитировали и налеты были и на абхазской стороне. Скорее всего, это не были, в общем, российскими, потому что, в общем, скорее всего, авиация грузинская была. Мы помним это. Поэтому, кстати, я вам хочу сказать, господин Яганов, что один из самолетов российских грузинской артиллерии был сбит. Да, я знаю об этом. Туда даже Шеварднадзе пытался подняться, посмотреть на место, где упал этот самолет. Это был российский самолет. Они брали деньги у абхазов и имитировали, в общем, нападение. Сухум совершенно остался целым. Он не был, в общем, разбомблен. Я понял. Скажите, пожалуйста, а вот мне знаете, что интересно? Вот когда вы говорите, что Россия скажите, пожалуйста, вы не считаете, что вас использовали, допустим, ну, я сейчас не буду говорить, брали вы какие-то деньги, не брали, это не мое дело, это пускай на ваших совестях остается. Скажите, пожалуйста, вас могли использовать в качестве гибридных войск, поскольку мы знаем, через Северного Кавказа являются гражданами Российской Федерации, казаки, которые принимали там участие на стороне боевиков, да, вот как гибридные войска, в сегодняшнем понимании, в то время такого понятия не было. Но вот вас могли так использовать или нет? Нет. Была такая история, когда вот эта группа, о которой я рассказывал, которую мы возглавили с Шамилем Басаевым, от Грозного пробиралась через Дамхурс в Абхазию. Группа, которая поехала, ну, мы неожиданно выехали и на нас не смогли, в общем, среагировать.
А вот вторую группу возглавил известный вам, наверное, Руслан Гилаев. Эта группа была задержана в районе Пятигорска, их пытались разоружить, но они как-то умудрились взять какой-то автобус, в общем, в заложники, и их пропустили. Да. Добрый вечер. А Добрый Сочи вечер. баркасами кого переправляли? Из Сочи с баркасами. Кого переправляли? Из Сочи баркасами. Ираклий, можно уже вопросы тоже я задам? Да, конечно. А с Я абхазской тогда стороны у нас выйду. Я потому что я, в принципе, услышал, и я думаю, наши слушатели тоже услышали, особенно жители Сухуми в этот период, да, кто бомбил, кто не бомбил, вот, я доволен, вот, потому что я хочу, ну, как бы, не то, что, ну, господин Яганов, то, что он ответил, это пускай будет, как бы, его ответы, ради бога, а с некоторыми господами просто, я считаю, для меня не гигиенично тут находиться, поэтому... Я с тобой тоже сидеть не хочу, и сейчас еще больше будут довольны после того, что я расскажу. Скажите, пожалуйста, корабли, вот, которые высаживали Гагаринский десант, это были регулярные войска России? БДК «Цезарь Канунников», который высаживал десант, и крейсер «Москва», который обеспечивал ПВО для этой группировки кораблей, это были ВМФ Российской Федерации. А оружие, танки Т-55 Грузия выпускает, самолеты Су-25. Су-25 выпускает, между прочим. Это передано было России. Так, стоп. Это Россия была Оружие, передана? которое использовалось в этой войне с обеих сторон, Да. были российскими, советскими. Грузия тогда при разделе артвооружения Закавказского военного округа получила официально свою долю артвооружения, и на основании вот этого вооружения и советских офицеров грузинской национальности была сформирована наспех была сформирована грузинская так называемая армия тогда. Да, очень хорошо. Вот, я еще хотел спросить такой вопрос здесь, Тимур задал, очень хитро задал вопрос. Русские воевали на стороне абхазов? Он не говорит регулярные русские войска. Тут подвох в вопросе такой. Русские воевали, прекрасно понимаю, что добровольцы воевали. Но дело в том, что также можно сказать, русские воевали на стороне грузин. Нет, русские были. У меня в подразделении Просто были, русские, в общем, да. русские. Нет, на стороне грузин, я имею в виду. Но и они были и на обеих сторонах. Но регулярных вооруженных сил Российской Федерации не было ни там, ни на грузинской, ни на абхазской стороне. Спасибо за ответ, спасибо за ответ. Украинцы воевали на стороне Грузии? Ну, мы слышали такие слухи, но украинцев мы не видели. Ну, в плен, по крайней мере, к нам никто не попадал. Но слухи такие были, и были такие слухи, что какие-то белые колготки, женщины, стрелки там из Латвии тоже там воюют. Но это были, скажем так, мифы войны, о которых было интересно, в общем, разговаривать в блиндаже, когда нечего было делать в период перемирия. Я недавно, извиняюсь, недавно смотрел интервью Валерий Айба, участник и лидер сопротивления с абхазской стороны. Вот Валерий Айба в своем интервью упоминает 3 русских генералов. Один Сигуткин, второй, забыл фамилия, и третий не русская фамилия, где-то записал и листочек. В общем, 3 русских генералов, которые помогали им планировать операции. Но в это же время он подчеркивает, что происходили утечки потом же с этого же штаба на грузинскую сторону. Как заявил господин Ибрагим, они двуличные, и на ту сторону играли, и на эту сторону. Сама абхазская сторона это признает, этот факт. Это справедливо. Я считаю, действительно, да. Когда я слышу, что грузинская сторона с русскими воевали, с русской регулярной армией, а не с абхазами, ну, ей-богу, смешно мне становится. Вот давай спросим ветерана.
хоть раз в наступлении 5 января или 15 марта вы чувствовали поддержку русской авиации? Я вам один анекдот расскажу этого периода. Это, по-моему, в марте было. Нам сказали, что точно в одно время передислоцироваться и ждать какого-то огромного взрыва. И всем открыть рот, чтобы не пробило, в общем, эти ушные перепонки. И мы сидели, ждали, что якобы там российская разведка заминировала вдоль позиции и будет грандиозный взрыв ровно там в назначенное время. Всем открыть рот. И мы сидели, открыв рот и ждали этого взрыва. Мы тоже. Это был анекдот. Это 15 марта было ночью. Да, 15 вот мы марта... сидели с открытым ртом, чтобы нам не перебило барабанные перепонки на ушах. Да. 15 марта 005. Должны Да. были взорваться 500-килограммовые бомбы. Потом позвонили, сказали, что самоликвидация сработает и в 00:15 они взорвутся. А потом сказали, что отсырели байки и взрыва не будет. Да, Вот это все было... да. Я бы насчет украинцев хотел сказать, существуют документальные кадры, батальон «Аргон» назывался, и 16 человек погибло, и в парке Курченко было похоронено, даже похороны их не сняты были на камеру. Вот. Что касается русских, которые воевали, даже в мемуарах такого Цхов Рибашвили, начальник штаба батальона Ахалая, описывает русские имена, называет фамилии, которые воевали на стороне, вот как сухомчане, русские ребята, которые воевали. Вот. Что касается, вот Тимур здесь задавал вопрос, военные преступления. Хороший вопрос. Когда абхазы вышли за Гумисту и оставили город Сухом, Гагру и вошли грузинские войска, то, чем они занимались, можно назвать военными преступлениями. А также 15 марта и 5 января ни одного пленного нам не вернули. Это можно назвать военным преступлением? Пока это миф. Военное преступление может быть признано только тогда, когда оно расследовано. Но вот таких мифов относительно издевательства над этими мирным населением, грузинским и абхазским, мифы об глумлении над трупами, вот все эти мифы есть, но преступлением это может считаться тогда, когда расследовано. Вот в Украине несколько тысяч расследовано прокуратурой военных преступлений. Мы об этом знаем. Но в Абхазии и в Грузии таких я просто не знаю. Да. Если вы Еще знаете, один можете вопрос. предъявить. Следующего оппонента должен поднять. Последний вопрос, Бес. Да, еще один вопрос. Наверное, ты слышал этот миф знаменитый, что абхазы играли в футбол головами грузин на Гагринском стадионе. Ты когда Да. слышал о таком факте? Можешь Нет, подтвердить или это опровергнуть? провокация. Скорее всего, это была именно вот провокация спецслужб. Этого не было. Я в это никогда не поверю. И вообще сама атмосфера, дух, который тогда творился, в общем, был, в общем, в воздухе такого быть не могло. Спасибо, Это неправда. спасибо за ответы. Я надеюсь, Колх доволен и все сидящие ответами, которые вы услышали. Спасибо большое вам. До До свидания. свидания, Бес, до свидания. Так. Ой-ой-ой. Леван? Добрый времени суток всем. Иракли, Калмурцку. Здравствуй, Леван, здравствуй. Дорогие, я представлюсь первого. Меня зовут Ливан, я родился в Виноре, в Ачамчиле, я грузин, сейчас живу в Штатах. Ибрагим, я вас услышал, что вы сказали. У меня вот такой вопрос. Бывало ли в Российской Федерации выдавали звание Героя Российской Федерации тем людям, которые воевали в Абхазии против грузин? Я не знаю таких фактов, чтобы кто-то стал героем России за войну в Абхазии. Да, к сожалению, я вас слушал и много чего не знаете. Виталий Вольфов, что вы знали, для информации. У меня второй вопрос.
Военные самолеты, российские военные самолеты не бомбили город Сухум, я это услышал. Военный флот, военные катера Российской Федерации поддерживали абхазскую сторону или нет? Нет. Фактов никаких нету. Ну, по крайней мере, там, где я воевал, таких случаев не было, это точно. Ну, я понял. Это фактов нету, или вы не знаете об этом? Уточните, пожалуйста. Вот где я воевал, таких фактов не было, это точно, я могу засвидетельствовать. Ну, вы на Западном Понятно. фронте, а там Ну, не понял, было понял, необходимости. да. Например, вот танкер «Дон» не заправлял российские военные корабли, например, Кил-25, ВТН-38, ПМ-67, 66, Коловиду и так далее. Понятно, вы это просто не знаете. Не у меня знаю. же следующего. Да, ну, понятно, вы не знаете. А у меня вопрос такой. Вы сказали, что вот грузины заехали на танках в августе. Кто начал войну в Абхазии? Грузинская сторона или абхазская сторона? Ну, слишком наивный вопрос. Да, я очень наивен. И такой, ну... Но если вам неудобно отвечать, вы просто скажете. Нет, Давайте Бог следующий начал вопрос. эту войну. Если вы думаете, что война это чья-то прихоть, то вы в глубоком заблуждении. Даже Чингисхан, великий завоеватель, когда начинал какие-то войны, был обязан как-то это мотивировать, объяснить своим воинам, особенно элите, что эта война необходима. Ибрагим, родной вы мой человек, давайте не перейдем в ту историю, которая нам не интересна. У нас конкретная цель подняться сюда. Иракли, спасибо, что вы позвали Ибрагиму, дали нам возможность поговорить с этим человеком. Следующий мой вопрос. Вот вы сказали, там, вы не считаете людей террористами, которые были в Конфедерации горских народов. А высказывание, то, что объявить город Тбилиси зоной бедствия или применить все усилия, даже террористические акты, вы не считаете, что те люди, которые были в этом батальоне, они террористы? Это так? В каком батальоне? Не батальоне, это Конфедерация горских народов. Горских народов. Не Нет, батальон, эти заявления были не больше, чем пропаганда. Понятно. Вот, Руководители, Ибрагим, тогдашние можно, руководители... извините, я уточню. Вот я скажу, что я собираюсь устроить террористический акт, я не знаю, где-то, например, Нальчике в Москве, там происходит война, убивают мирных жителей, а после 30 лет я скажу, нет, я не был террористом, это просто было заявление. Вас это устроит, Ибрагим? Если я бы устраивал эти террористические акты, я принимал участие в таких мероприятиях, тогда да, я террорист. Но если кто-то из тогдашних руководителей на митинге в целях пропаганды объявил Грузию зоной бедствия, это еще не терроризм, это просто пропаганда. А для чего это нужно было тогда? Да, тогда у этих руководителей, от которых народ ждал каких-то конкретных решений, кроме этого слова и этой пропаганды, больше ничего не было. Это все, что они могли в этот период сделать для того, чтобы как-то разрулить эту ситуацию и доказать своим людям, которые смотрят ему в рот, что они что-то делают, чем-то руководят, что они не просто так их возглавляют. Вот сейчас этого... Прогулочные катера, да? Да, прогулочные катера. Да. Обычные. И вот это самая крупная вот эта ракета была. Понадобился нефтяной танкер «Волга», да? Какой танкер? Ну, танкер, который заходил, заправлял абхазскую сторону. «Волга» назывался танкер. Ну, я не знаю. Это тоже понятно, вы не знаете. Из области, хорошо, последний вопрос. Ибрагим, да. родной мой, последний вопрос. Если бы сегодня была бы та же самая ситуация на территории Абхазии, вы воевали бы еще раз и ваши братья против грузинов? Я скажу откровенно, я нет. Я нет, потому что то, что я сейчас, ту вакханалию, которую я вижу в Абхазии, я воевал не за это.
У нас были совершенно другие идеи. Понятно. принципы. Вопрос был, вы и ваши братья сегодня, если случилось то же самое, вы воевали против грузинов, да или нет? Я отвечаю, за себя отвечаю. Я бы не воевал Понятно. сегодня. Если завтра это произойдет, я туда воевать не поеду. Однозначно. Что вы скажете, например, абхазам сегодня, лучше быть независимыми в тех рамках, в которых они сегодня живут, или быть в составе Грузии? У Абхазии нет независимости. Они попали в Российскую империю, из которой мы пытаемся выбраться. Я понял. И Ответь. мы пытаемся выбраться, в общем, оттуда. Опа, извините. Хорошо. Да, ему звонят, Ика. Ика, не пасухос, боло კითხვას და მე ჩავალ, ტელეფონმა დავურეკა. ბოდიში ქვევით მივმართავ, ვახო level თუ აქ ახარ, თხოვ запроси მიეცი რა. Извините. Да, ничего. У них нет экономики, у них нет государства, у них нет независимости. То, что у них творится, в моем понимании, полная вакханалия. За эти 34 года так называемой независимости они не смогли построить государство. У них демографические проблемы еще сверху. И я считаю, что единственным выходом из той катастрофической ситуации, в которую попала сегодня Абхазия, это договориться с Грузией. На каких условиях, это уже ваш вопрос. Федерация, конфедерация. Ну, смотрите, Ибрагим, это понятно, ваше мнение понятно. Хотя вы военный, который принимали участие в этом конфликте. Сегодня вы видите Абхазию независимой или в составе Грузии? Прошу вас, короткий ответ я веду. Я сегодня вижу Абхазию только в составе Грузии. На Спасибо. каких условиях, это второй Я вопрос. вас покидаю на этой ноте. Ибрагим, дай Бог вам здоровья, хотя мы враги, но врагов тоже надо уважать. Ика, малыба, абак, чирордат. Каргат. До свидания, Леван. До свидания. Ибрагим, сейчас я подыму Альдону. Слабый пол тоже не будем обижать, но пока подыму Альдону, хотел у вас спросить вот ваши взгляды. Понятно, что война началась 14 августа 1992 года, но до войны были волнения. И мне интересен ваш взгляд. Вот, как вы видели тогда и как вы думаете сейчас? Вот, чего не хватало абхазам? Что им нужно было? Насколько я знаю, у них была автономия, как бы был Абхазский университет, абхазскому языку ничего не угрожало, работали абхазские школы, было абхазское телевидение, ну все атрибутика, чтобы сохранить свою идентичность, было у абхазов. Чего им не хватало и что вызывало у них волнение? Вот на тот момент ваши взгляды, что вы видели со стороны? Вот как третье лицо мне интересно. Ну, я видел, что абхазы, вот точно так же, как вы сейчас сказали, считают, что и считали тогда, что их идентичности, ихнему языку угрожают со стороны Грузии. Они были в этом убеждены. Абхазский госуниверситет, настолько я помню, тогда должен был перейти на грузинский язык. Потом население грузинское, которое жило на территории Абхазии, уже по численности доминировало. Они считали, что основные должности побережья полностью заняты грузинами, а абхазы оттеснены туда выше в горы, что они живут только в селах, и у них нет права спуститься на побережье где-нибудь
в общем, получить какую-нибудь будку, чтобы там кофе варить или еще что-нибудь. То есть они считали, что идет полное доминирование грузинского населения, что идет давление со стороны Грузии. Тогда именно вот эта пропаганда, которая тогда была, именно вот этот страх, в общем, ну, абхазы начали наводить давно забытые связи со своими родственниками на Северном Кавказе. Я первый раз в Абхазию попал только в 90-м году. Я уже говорил, что в 89-м году я смотрел на эти события в новостях и не мог понять, что не могут поделить грузины в Сухуми. Поэтому точно такая же ситуация была у нас на Северном Кавказе, и мы их, в принципе, не то что поняли, а прочувствовали. Потому что угроза со стороны России, нашей идентичности, языка, культуры, это было все реально тогда. Понятненько. Альдона, здравствуйте, Альдона. Добрый вечер, господа. Батону Ибрагим, очень приятно с вами общаться. У меня тут один вопрос. В основном вы ответили уже на мои вопросы, которые у меня были подготовлены. Вот абхазская сторона принципиально отказывается от Грузии, диалога с Грузией, ссылаясь на прошлые трагедии. Но почему-то эта принципиальность исчезает, когда речь идет о России, стране, чья история с Кавказом была куда более кровавой. Вот почему вот это вот так? Как вы думаете? Я знаю точно. Сейчас они поняли, они знали, в принципе, что такое Россия, но проблема была совершенно в другом. Вы знаете, в Абхазии после войны было одно волшебное слово. Оно называлось «занято». Это слово можно было написать мелом на каком-нибудь заборе, и это становилось фактом или документом. Сейчас, откровенно говоря, абхазское общество в этих условиях не развивается. Они вырождаются в прямом смысле этого слова. У них нет рождаемости, у них гибнут в автоавариях от наркотиков, от алкоголизма, и у них нет перспективы. Я это вижу своими глазами. Но они упорно считают себя союзниками России. Я даже от одного своего бывшего товарища слышал такую фразу: вот сейчас Россия воюет в Украине со всем миром, а мы в свое время, в 92-м году, тоже воевали со всем миром. И вы знаете, их больше всего беспокоит не то, что многие абхазы видят, что происходит в Грузии. Они туда приезжают, они лечатся, они торгуют. И я думаю, что торговый оборот со стороны Грузии значительно превышает, чем тот оборот, который со стороны Сочи. Я в этом уверен. Потому что вижу, что там творится. Видел, точнее, я очень давно там не был. Видел, что творилось на этой границе. И они сейчас эту истерику поддерживают по нескольким фактам. Во-первых, у многих абхазских лидеров никакого капитала, ни ума, ни фантазии, ни образования, кроме этой войны, больше нет. Если они сейчас признают, что союз с Россией и то, что и как они относятся к России, было ошибочной, они просто перечеркнут свою жизнь. Ничего у них, кроме этой войны, больше нету. Во-вторых, если они сейчас поменяют вот эту истеричную политику в отношении Грузии и начнут договариваться, а все равно придется, потому что эпоха России уже прошла, все равно придется, то возникает вопрос, что делать вот с тем имуществом, которое грузинские беженцы оставили в Абхазии,
и было занято кем-то. По международным законам, по правам человека, по правам по частной собственности на землю, что-то придется кому-то и отдавать. Какие-то беженцы должны вернуться. Это очень тяжелый, сложный вопрос. Сейчас однозначно это обсуждать будет очень сложно, но тем не менее когда-нибудь, в общем, придется. И вот то, что что-то придется отдавать, ну, скажем так, нажитое непосильным трудом добро, их очень тяготит. Для них это большая проблема. Ну, а то, что постепенно Абхазия становится не просто Россией, а Арменией, это факт, который они видят. И вот в этой сложнейшей ситуации, когда они распродали практически все, что могли распродать, заняли и разграбили все, что они могли занять и разграбить, и попав вот в эту зависимость, когда сыр обычно бесплатно бывает только в мышеловке. И то, что Россия помогала Абхазии, так сказать, это был сыром в мышеловке, куда они уже попали. И она захлопывается, в общем, к сожалению. Единственным спасением для Абхазии является Грузия. Даже мы не сможем им ничем помочь, ни северокавказские народы, потому что мы бессильны перед Россией. А угроза сейчас, в общем, идет со стороны России. Я, например, реально вижу, что Россия пытается отдать Абхазию Армении как компенсацию за Карабах. Поэтому это очень сложный вопрос. Огромное спасибо вам за ответ. Вы очень так ответили. У меня был еще другой вопрос, но вы тоже ответили на это. В общем, однозначно для абхазов Грузия не является угрозой, и это шанс для них для самовыживания, да? Да, я считаю, что именно Грузия сейчас является шансом для абхазов уцелеть вот в той тяжелейшей ситуации, в которую они попали сегодня. Огромное спасибо и удачного эфира, ребята. Ибрагим, я отдалюсь от нашей темы. У меня такой вопрос возник. Кто такие черкесы? Ну, черкесы – это этническая группа на Северном Кавказе. Туда входят две этнические группы – это адыга и абаза. Адыги – это эти шапсуги, бжедуги, бесланеевцы, камиргоевцы, жанеевцы, их много перечислить можно. К категории абаза относятся абазины, которые живут на Северном Кавказе, и абхазы, которые живут на побережье Черного моря. Апсуа – это те же абазы, которые живут у Псы. Псы – это вода. А те, в общем, абазины, которые живут в горах и на Северном Кавказе, ну, вот все эти общности еще делятся на другие мелкие. Между этими двумя сообществами есть, в общем, переходный, скажем так, народ, которых могут отнести и к тем, и к другим. Это убыхи. Это как раз, они частично являются и адыгами, и частично являются абхазами. Это переходный период. Вот если взять язык, а язык является архивом и орудием идентичности для любого народа, начиная с Кабарды, если делать крюк вдоль хребта, в общем, хребет всегда делил на две части все кавказские народы, это была серьезная, в общем, преграда, то соседи могли разговаривать между собой, их язык немного трансформировался, но это была одна адыго-абхазская языковая группа. Например, кабардинцы легко говорят с бжедугами, бжедуги хорошо разговаривают с шапсугами и так далее, а вот кабардинцы с шапсугами уже очень тяжело. А вот с абхазами уже совершенно другой язык, они друг друга не понимают. И вот эта вся группа у нас является черкесами. Территория Абхазии, я считаю,
она является этнически черкесской, но государственно она принадлежит Грузии. Это черкесская территория внутри грузинской государственности, в моем понимании. Значит, слово черкес – это объединяющие разные этносы в одно целое. Как вот слово грузин объединяет Мингрела, Да. Свана и Карта, точно так же слово черкес объединяет разные Да. родственные этносы. Так и есть. Вот у меня, например, линия отца Абаза, Еган или Маган по-абхазски, а линия матери именно адыгская, Догуж или Тохуж в Кабарде. Понятно. Миша Гагра, запрос пошли, ты просил, вижу. Миша Гагра, не вижу твой запрос. Значит, Так, Ираклий, я не вижу себя. Вы меня видите? нет, мы видим вашу фотографию только. А почему? Не знаю. У вас там маленькая камера, должно быть, на нее Да, нажмете. я вижу, он у меня работает. Вот сейчас у меня, вот я еще раз, в общем, включил, но ее нету. Сейчас попробую. Что-то не включается. Что-то пишет, подождите 45 секунд. Должно включиться через 45 Надо по секунд. новой зайти, скорее всего. Даже не знаю, в чем проблема. Надо выйти и зайти обратно. Давайте попробуем так. Давайте. Во. Ну. Сейчас вас видно. Только вас сбоку видно, вам надо будет телефон развернуть. Поставить ровно поставьте телефон. Вот так. Во. Так, Во. слышно меня? Да, и слышно лучше, и видно вас. Вот Миша Гагра, вот. Есть еще человек с вопросами. Добрый вечер. Ираклий Булкия, зрителям. И господин Яганов, вот знаете что, сейчас я про войну не буду спрашивать, я много ваших интервью слушал, и вот прекрасно понимаю, что вы вот 30 лет назад, да, с лишним, не за сегодняшнюю Абхазию воевали. То есть сегодня в Абхазии совсем другая ситуация, не то, что вы ожидали просто увидеть. Да? Абхазия для вас была таким окошком в современный мир. Да? Вы думали тогда, что оно станет независимым, и через Абхазию черкесский народ тоже себе завоюет независимость, так скажем. То есть вы, как я понимаю, за идею от Черкесии, свободной Черкесии там и так далее. Смотрите, вот как вы думаете, что надо вот сегодня сделать в Абхазии, то есть в какую сторону идти, какие-то конкретные шаги, чтобы вот как-то... В общем, соединили. Поэтому я считаю, что единственным выходом на сегодняшний день абхазов, вот в той ситуации, в которой они сейчас находятся, у них какая-то вакханалия творится, могут спасти только грузины. Это мое мнение. Только Грузия может им помочь. Мы уже не можем, потому что мы под жестким прессом Российской империи. Любое слово, которое не нравится империалистам, становится приговором. О какой общественной или какой-то деятельности можно говорить на Северном Кавказе, когда слово «миру мир» становится уже административным наказанием, а если 3 раза уже уголовное. Поэтому для Абхазии единственным выходом на сегодняшний день является только договориться с Грузией. А Грузия сегодня совершенно другая, чем была
до 92 года. Это я вижу своими глазами. Конечно, да. Вот сегодня буквально видел, как в так называемой посольстве России в Абхазии абхазов вот принуждали, давая им гражданство российское, принуждали говорить клятву на российской конституции. Прямо видео есть, несколько человек специально их сняли, чтобы они вот так публично давали клятву на конституции Российской Федерации, когда они получали российские паспорта. Ну, о какой независимости можно говорить, если к тебе всучили чужой паспорт? Конечно. Там еще другая проблема очень. Вот абхазы очень боятся. Вот сейчас у кого российские паспорта, они даже жалеют об этом, что они взяли российский паспорт. Как мы знаем, допустим, кто не согласен с политикой Москвы, ну возьмем, например, депутат Канкварчия. Такой здоровый человек, у него там еще амбалом называют. Он прямо говорит, что недоволен этой политикой российской, ибо отняли у него российский паспорт и внесли в список иноагентов. Да. И многие абхазы сейчас боятся, что они просто останутся ни с чем, ни с какими документами, хотя у них есть прекрасная альтернатива, грузинский паспорт, с помощью которого они могут путешествовать по всему миру свободно, без каких-то проблем. И смотрите, они еще очень боятся, что будут их забирать в Украину на войну. Я в курсе всего, я это знаю. Я общаюсь со своими друзьями, с кем воевал, и я в курсе всего этого. Так что, не знаю, вот мы полностью открыты, вот вы тоже, да, у нас, мы были на разные стороны в этом конфликте, но время прошло, и мы пришли к какому-то одному разумному мнению, да, что лучше, вот ни вы, ни грузины для абхазов плохого не хотят. Это мы уже много раз доказывали, так что сейчас выбор перед абхазами тоже, да, они что хотят. Вообще раствориться, как, допустим, у Бихи, да, чтобы через лет 20-30 остался последний человек, который будет на абхазском говорить. Или стать членом современного государства, который будет процветать и который принесет только добро. На взаимно приемлемых. Конечно. Где будут учитаны все желания всех сторон. Есть одна проблема, скажем так. Сегодня Россия еще сильна. И давление России как на Абхазию, так и на северокавказские народы очень существенное. Практически поменять вот эту политику они не могут, особенно на уровне властей. Потому что от так называемого президента Абхазии даже пуха не останется. Конечно. Его абхазы не выбирали, он назначен Москвой. Эти выборы практически являются каким-то спецоперацией для того, чтобы как-то ввести в демократические рамки то решение, которое принято в Кремле. Поэтому сегодня я точно знаю, что очень многие абхазы думают об этом. Они смотрят в Грузию. Я об этом говорил еще аж в 2012 году, что молодежь сейчас смотрит в сторону Грузии, что там происходит. А в Грузии довольно-таки серьезные, в общем, изменения и в плане политики, экономики. Она намного перспективнее, привлекательнее сейчас, чем Россия. Они это видят. Но, к сожалению, там стоит российская армия, и это очень серьезный аргумент. И сейчас вот так просто взять и поменять ту политику, которую они сейчас, вот эту истерику, которую они сейчас там ведут, это сложновато. Но придет время, когда империя начнет разваливаться, когда эпоха русских пройдет, я думаю, там все кардинально изменится. Вот и последнее заключение такое скажу, не вопрос. Вот, господин Яганов, смотрите, вы были 30 лет назад, взяли оружие, помогали абхазам.
и абхазам я это тоже часто говорю, что скоро придет время, когда грузины, абхазы и черкесы тоже возьмут в руки оружие и будут вместе воевать там или против России, или отстаивать свои права и территориальную целостность. Но мы все объединимся и пойдем против общего врага. Будем защищать свой народ, свою культуру. Я Дай Бог. сейчас уже этим занимаюсь. Да, я знаю вашу историю. Это цель моей, ну, остатков моей жизни, скажем так. Да. Всю оставшуюся жизнь я бы хочу посвятить этому. Именно Обязательно. объединению Кавказа против Российской империи. Так что, абхазы, вы не одни, поможем вам, и все будет хорошо. Я в этом уверен. О, здравствуйте. А, это не Гоша, я думал, это Гоша. Ну, если подняла, тоже из Абхазии. Ну, слушаем вас. Давайте, очень хорошо. Слушайте, я хотел узнать, уважаемый Яганов Ибрагим, меня зовут Темурик Ецбая, я из Абхазии. Вообще. Такой вопрос. А в Грузии президента выбирали, интересно, грузины? Я точно знаю, что Михаила Саакашвили избрали грузины. Я какой вопрос задал, вы слышали? Президента Грузии? Да, я сейчас, который имею в виду, существует. Ага. Ну? Думаю, что да, грузины. Вот, правильно. В отличие от Абхазии, там есть реальные выборы. А вот еще такой вопрос, уважаемый Яганов Ибрагим. А абхазы, они вообще к грузинам близки? Или они близки к черкесам, кабардинцам? Я точно знаю, что абхазы особо последнее время не считают, в общем, себя черкесами, но в моем понимании абхазы – это часть черкесского этноса. То есть ответ какой? Абхазы – это черкесы. Смотрите, вопрос другой. На кого абхазы больше похожи? На грузин или на черкес? Подожди, слушай, дай ему задам вопрос нормально. Яганов, уважаемый Яганов Ибрагим, а абхазы, получается, что они к грузинам по языку никакого отношения не имеют, правильно же? Абхазы относятся к адыгской языковой группе. Этнически по гаплогруппе абхазы относятся к черкесам. И еще такой вопрос хотел узнать. Да, можно я отвечу на вопрос? Я услышал просто. Я последние там 30 с лишним лет, 35 лет я часто бывал в Абхазии. Последние 10 лет я там не был. Но Один вопрос задам, это я ответ услышал, я уважаемый. до конца отвечу на вопрос. Меня удивляло абхазское застолье. А потом я бывал в Грузии и был в грузинском застолье. Никакого отношения, например, адыгское застолье к абхазскому не имеет. А вот грузинское застолье и абхазское застолье практически идентичны. Это меня всегда удивляло. В том числе и... Я понял, вопрос еще один задам, хорошо? Уважаемый... Последний вопрос. Ага, последнего. Когда мингрельцы заходят, им по 20 вопросов можно задавать. Абхаз зашел, 4 вопроса, все, да? Ты же тоже сказал, что Кецбаев. Что случилось, а нормально, хоть это герой Абхазии. Вот такой хороший вопрос, Яганов Ибрагим. А вот у вас вот были братья по оружию, ваши друзья, товарищи, с кем вы воевали против грузинского государства. Не народа, а грузинского государства. Это военная машина была. Такой вопрос задам. Вы их осуждаете? Вы когда-нибудь слышали, чтобы я осуждал или извинялся за эту войну? Я не слышал, я вопрос задаю. Тогда
это было актуально, мы все это сделали правильно. Я так считаю. Но Я не спрашиваю тогда. 34 года. Времена изменились. Грузия изменилась. История меняется, а Абхазы нет. Вот это истерика. Вот я это же не это истерика. спрашиваю. Подожди, да, не перебивай. Я чуть, наверное, старше тебя. Вот эта истерика сейчас против грузинского государства, вот это выражение меня убивает. Ора, Вася. Вот это надо двигаться вперед, надо расти, надо учиться, надо смотреть, что происходит в мире, а не воткнуться в этот песок, короче, на пляже и думать только о том, чтобы у тебя не забрали вот эту кофейню или гостиницу, которую вы там с горем пополам, в общем, построили. Заберут у вас все, русские заберут. Вы уже там чужие. Я хотел еще вопрос задать, если вы позволите. Давай последний вопрос. Задавай. Не надо последний. Очень много интересных вопросов. Я с ним нормально. Гоша еще в очереди. Гошу хочу поднять. Это наш герой, правильно же? Ибрагим Яганов, вы отказываетесь от звания Героя Абхазии? Слушайте, что значит отказывается? Когда? Вы где-нибудь это слышали? Ну, простой вопрос задал, слушайте, что вы Я делаете? был 3 раза ранен. Я это звание кровью и потом заслужил. И звание героя я получил во время войны после десанта на Холодную речку. Вместе с погонами подполковника. Вы Не мой вопрос- после войны, не после войны, не по заявлению. Поэтому это была моя молодость, это мой был душевный порыв, и я горжусь этим. О, Я просто спасибо говорю большое. о том, что сейчас уже времена другие. Да. Надо со временем идти в ногу. И надо сейчас менять все, что там происходит. Меня просто мучит. Иракли, Мне последний больно. вопрос задам, Иракли. Мне Иракли, больно последний то, вопрос. что я вижу в Абхазии. Вот сейчас я ему один вопрос последний задам. Хорошо, Иракли, я выхожу. Иракли, Давай. этот Ибрагим Яганов, уважаемый герой наш. Вот у меня один такой вопрос к вам. С уважением отношусь к вашим словам. Очень интересно вы отвечаете на вопросы. Вот вы сказали язык. Помните, за язык вы сказали? Ну, вылетел. Давай идем дальше. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Господин Яганов, смотрите, все равно вот в самом начале это просто нас очень, знаете как, очень нас эта тема беспокоит. Это как-то вот связано, вот, по-моему, кабардинцы были, да, когда взяли Совмин, я знаю, это все читал, что Жиули Шартава и все грузины, которые там были, лично сдались кабардинцам в плен. Они, кабардинцы, сказали им, что их никто не будет трогать, гарантии дали безопасности, и потом что-то случилось, и их всех казнили. Просто вот я услышал, что вас там не было, там также не было и этого чеченца Басаева, как я знаю. И там кто-то был, другие были. Просто вот вы как знаете, что там случилось? Просто вот вы по-любому это знаете, эту информацию. Сейчас, я думаю, время пришло, что как-то на свет вынести это, чтобы мы тоже как-то что-то, знали эту тему, потому что эта тема нас очень беспокоит. Тут и кабардинцы замешаны, и как-то у нас думают, что кабардинцы как бы отказались от своего слова. Я знаю, что это не так. Просто вот расскажите эту ситуацию, как вы знаете. Ну, я еще раз повторюсь, это позор. Этот случай является позором для нас, кабардинцев. Они действительно сдались Муаеду Шорову, и который гарантировал им безопасность. Потом они получили приказ доставить их в Гудауту. Их доставили в Гудауту, сдали в штаб. Потом там уже кабардинцев не было. Был приказ переместить их обратно в Сухум. И вот в дороге из Гудауты в Сухум они были расстреляны.
Ну, это, как мне известно, по слухам. И я не знаю, честно говоря, это очень сложный вопрос. Я могу сказать одно, если бы я там был, я бы такого не допустил бы. Я сделал бы все, чтобы... Я считаю, что это принципиально, что это является военным преступлением. Но таких подробных сведений об этом случае я не располагаю. Хорошо, там мы тоже знаем там некоторые ситуации, которые там были, там то, что Шамба подъехал, там и вот эти разговоры. Грузины сами как бы сказали кабардинцам, что мы пойдем Шамбой. Вот, как я знаю, такой там разговор был. Ну, не знаю, история все на свои места расставит. Да. Хорошо, удачи всем, до свидания. Так, следующий кто у нас? Ибрагим, давайте поговорим. Оставим уже войну. Мне кажется, исчерпывающие вопросы вы уже дали про военные действия. Поговорим о ваших взглядах после войны, если получится закопать топор войны обоим сторонам, грузинам и абхазцам. Для обоих сторон приемлемых вариантах получится что-то совместное создать. Да? Я не знаю, это будет федерация или широкая автономия в сторону Абхазии. Вот как вы видите, как возможно, вот ваши взгляды, вот что мы можем такое предложить абхазам, чтобы они согласились к совместной жизни? Много чего вы можете предложить. Вы можете предложить государство, вы можете предложить экономику, вы можете предложить систему, которая у вас есть. Ну, извините, я общался с Михаилом Саакашвили. Я считаю его своим личным другом. Ну, мы так... У нас таких больших контактов не было, ввиду того, что он очень быстро и сильно передвигался, в общем, в те времена. Но я даже в силу своих возможностей попытался изучить опыт Саакашвили. Он младше меня, но я не стесняюсь этого. И я скажу, что за эти 10 лет Саакашвили смог провести Грузию из вакханалии к правовому государству. Ну, те, кто постарше, помнит, что творилось в Грузии в этот постсоветский период. И к чему пришла Грузия в период Саакашвили. Я знаю, к нему отношение в Грузии неоднозначное, но это ваш вопрос. Мое отношение к нему такое, близкое, дружественное. Я считаю, что Саакашвили протоптал ту тропинку, по которой сможем пройти уже все мы, весь Кавказ, особенно северокавказские народы, в частности черкесы. Я могу говорить только за черкесов, я вполне откровенно скажу, что вот эта тропа, которую протоптал Саакашвили, в общем, станет и для нас тоже актуальной дорогой. Я верю, я мечтаю об этом. Правовое государство, жертвой которого стал потом и сам Саакашвили, это западные ценности, это интеграция. Но сейчас у нас для альтернативы есть два направления для интегрирования. Это Азия и Европа. Потому что мы живем прямо на стыке Азии и Европы. Я не думаю, что кто-то мечтает об Азии. Азия – это Китай. Кто-нибудь бежит в Китай, когда у него там ситуация стала плохой? Нет, все бегут в Европу. Все хотят быть частью, в общем, Европы. И как раз вот эта концепция, я считаю, для черкесов может быть приемлемой. И у нас появится возможность, и будет очень много вариантов, чего можно предложить абхазам, но это будет после того, когда пройдет эпоха Российской империи,
Россия ослабнет и просто ее не будет ее присутствия в Абхазии. Тогда все в корне поменяется, я в этом уверен. Ибрагим, даже я тоже отвечу на тот же вопрос, который Ираклий вам задал. Давайте просто на глобальную политику сегодня посмотрим. Кто-нибудь мог представить себе 2 года назад, что Армения и Азербайджан будут подписывать какие-то договора о взаимной торговле, там, не знаю, о коридорах международных и так далее. И даже идет речь пока на уровне разговоров, что у них может снова появиться вообще единая валюта. Даже до такой степени дошла речь. Я извиняюсь, Тимур, на 5 минут отлучусь. Ты веди пока. Да, хорошо, Ираклий. Соседу плохо стало, скорая приехала и просят помочь спустить человека. Очень плохо. Понимаешь? Давай. Но сегодня они встречаются, Пашинян и Алиев встречаются на международных площадках, пожимают друг другу руки. Уже даже нету той дозы ненависти, которая была 2 года назад. Не то, что 2 года, даже 10 лет назад, то, что было по сравнению с сегодняшним днем, они стали уже, не знаю, дружить понемногу. Пройдет еще 10 лет, и время все лечит. И тем абхазам, которым сегодня не представляют себе совместную жизнь с грузинами, поверьте мне, это всего лишь иллюзия, что мы не сможем снова вместе жить. Да, согласен. Были разные периоды. Это не наша первая война. В нашей истории очень много противостояний было. Ну тогда это было нормально. Но сейчас, в 21 веке, воюют только такие недостраны, как Россия, которые все еще думают о своем имперском прошлом. И которые не могут смириться с тем, что они не являются гегемоном на этой планете. Это у них как, не знаю, как синдром империализма, я так называю. В 2012 году начало войны было уже 20 лет. И мы, скажем, открыто начали пересматривать. Мы тогда абхазам сказали: уважаемые, 20 лет прошло, необходимо эту войну заканчивать. И альтернативы договариваться с Грузией просто нет. Вы должны навести контакты и договариваться с Грузией, а мы вам поможем. Это было в 2012 году. И после этого я первый раз поехал в Грузию. Мы там встречались с депутатами в правительстве, потом с Саакашвили встретились. И вот с тех пор я именно говорю о том, что эту войну надо заканчивать, надо договариваться с Грузией. О чем вы договоритесь, это ваш вопрос. Мы можем стать гарантами ваших договоренностей. Только тогда, как минимум медиаторами. Да, мы можем быть только гарантами вашего договора. А договориться должны вы сами. И это будет рано или поздно, я в этом уверен. Я тоже. Как больше времени проходит, я больше и больше в этом уверен, что мы, конечно, придем к какому-то выводу, что по отдельности нам будет гораздо хуже, чем вместе. Да, именно так. И когда ты поглощаешься такой культурой, как российской, такой огромной страной, там выжить и выстоять свою, не то что независимость, свою элементарную культуру невозможно. Вы ассимилируетесь примерно 30-40 лет, и вы ассимилируетесь полностью. Ну, в Абхазии очень много, особенно мингрельских фамилий, которые ассимилированы, которые уже стали абхазами. Я лично не знаю ни одной абхазской фамилии, которая стала грузинской. Может быть, есть? Нет, есть. Такие случаи. Это работало в обе стороны, да, но преимущественно, конечно, в абхазскую сторону. Да. И вот, как вы говорили, войны были, драки были, все было. И с Грузией, абхазом были шансы немножко и подраться, и повоевать.
и какие-то ассимиляционные провести. Вот война началась, и, вроде они победили. Никаких шансов в этом направлении с Россией у абхазов нет. Только полная ассимиляция и уничтожение. А эту территорию Россия уже выкупила. Они думали, что... Гарантом их культуры являемся мы. Да, они Только думали, мы можем что... сохранить их культуру. Да, они думали, что Россия им помогает. Нет, это был сыр в мышеловке, в которую они попали. И выбраться оттуда может только им помочь Грузия. Потому что у Грузии есть такие международные права. Согласно международному законодательству, территория Абхазии считается грузинской оккупированной территорией. Подтверждена несколькими резолюциями. Согласно тому же законодательству, все нормативные акты, принятые после 1992 года, считаются ничтожными. И это именно это является единственным выходом для абхазов, потому что имущество практически выкуплено россиянами и армянами тоже. Ираклий, очень рвется в эфир Гоша Маланя. Я не вижу Если его он для тебя запроса. приемлемый. Вот, вижу. Гоша, если ты хочешь подняться, кидай запрос. Хочу извиниться, просто соседу стало плохо и пришлось помочь скорой спустить его вниз. Хорошо, Ираклий, я должен уже выходить. Вот, поднялся Гоша. Здравствуйте, Ираклий, Хасинбеевич, саламу алейкум. Чату, всем остальным, всем привет. Здесь много вопросов задето, это не моя инициатива, люди просят, а людям мы не привыкли отказывать, мы готовы на любой платформе, говорит, в принципе. Вы затронули очень много тем, я не хочу военные темы затрагивать, есть будущее, можно поговорить о будущем и о лицемерии. Если есть такая возможность, если не против. Я затрону тему, которая для грузинского и абхазского общества. Здесь поднимался Ливан. Никто никого не награждал, никаких российских военных. Виталий Вольф был награжден. Он был солдатом 7-й штурмовой бригады. Он охранял, была такая станция Ишерская, там она, лаборатория, в Нижней Ишере лаборатория, там, если вы помните, сейсмологическая, он охранял. И даже если посмотреть сегодня, там формулировка «убили сепаратисты», то есть абхазы. То есть его наградили героем России за то, что он охранял, как российский солдат, объект наследия Советского Союза. Это первый факт. Продолжим дальше. Хасинбеевич, мы с вами, жалко, что здесь, потому что вы боевой друг моего дядьки, как бы не хотелось бы здесь, конечно, с вами говорить, но хотелось бы задать вам такого рода вопрос. На сегодняшний день на территории Грузия, прошли выборы в 2024 году. Эти выборы ООН, Генассамблея не признала, некоторые участники этих организаций не признали. Вот сегодняшнее правительство является пророссийским, как вы считаете? Да. Да? Во-первых, относительно площадки. Меня абхазы уже давно никуда не приглашают. Я с удовольствием вас позову к себе. Просто вас не видно. Предателем, откровенно говоря. Никто вас предателем не считает, Хасинбеевич. Во-вторых, сегодняшнее, к великому моему сожалению, сегодняшнее правительство Грузии, мы со стороны видим, что оно пророссийское. То есть в Грузию начал возвращаться, к сожалению, Советский Союз. А это Россия. Нам очень жаль. Я еще больше скажу. Я бы с удовольствием сейчас уехал я сейчас в Европе, в этой спокойной, разложенной по полкам Европе. И я бы с удовольствием уехал бы в Грузию, но для меня это просто опасно. Слишком много у вас русских. Давайте я вас... Я продолжу, Тимур, если можно, пожалуйста. Я абсолютно должен сказать, несмотря на то, что я лично являюсь, не знаю, оппозиционно настроенным гражданином Грузии, говорить однозначно, что наше правительство прорусское, это совершенно не так. Потому что никаких договоренностей, как и не было дипломатических отношений с Россией, так и нет до сих пор.
Грузия может Так быть что лавиной. это миф. Это миф. Это Если бы мое я был бы проправительственным, если бы я был проправительством, конечно, я бы защищал бы это правительство с ног до головы. Но нет, я оппозиционно настроенный, но говорить про наше правительство, что оно прорусское, это неправда. Не. Можно все-таки продолжить, если я продолжу. Хасанбеевич, то есть с вашей точки зрения вы сейчас выражали свое мнение, что абхазам лучше быть грузином. Я рассматриваю это так, какая разница... Подожди. Это уже провокация. Не-не-не, вы сами это сказали, что с грузинской государственностью в Абхазии Я будет лучше. сказал, что Абхазии надо договариваться с Грузией, а в каких формах договариваться, это уже... Всё, ваш я правильно понял, вы просто не дали досказать. Вы сказали, что абхазы растворятся в армянском обществе, в русском обществе, а в грузинском не растворятся, по-вашему. Это ваше субъективное мнение. Вы сказали, лучше договариваться. То есть современная Грузия, его правительство является пророссийским. Вы сейчас обвиняли нашего президента Бадру Гумба в марионеточестве, в чем угодно вы его сейчас назвали, да? Но все-таки там тоже пророссийское правительство, и мы, получается, то есть должны от одного к тому же прийти, получается. Так, по вашему мнению? Нет. Ну тогда, получается, это утопия, Хасанбеевич? Я могу ответить на вопрос? Да, я слушаю, да. Сейчас, по моему мнению, по моей информации, как я вижу, Россия плотно сидит в Грузии ровно так же, как и в Абхазии. Я говорю о том периоде, когда эпоха Российской империи пройдет, если все. с вами не будет русских, если вот этой нации, вот этой империи, которая всю жизнь травила нас друг на друга, вот эта старая схема «разделяй и властвуй», она была актуальна всегда и актуальна по сегодняшний день. Когда мы, все кавказские народы, без этого старшего брата, без этого посредника начнем между собой нормально разговаривать, мы прекрасно договоримся и решим все проблемы. Ваша проблема сейчас, почему вы не можете договориться с грузинами, заключается именно в том, что вы в теплых объятиях Российской империи. Это погибель как для вас, как для нас, так и для Грузии. Хасанбеевич, я могу парировать ваши слова? Конечно. Имею? Да, ну я вам так, тогда я вам так отвечу, не выбираю ничью сторону. Вы обвинили, что у нас в Атханале, но я вам скажу одно. Выгодно, сильная экономическая Абхазия на этой планете никому не нужна, кроме самих абхазов. И среди нашего общества тоже есть такие, наверное, есть, которым она тоже не нужна. Ни России сильная Абхазия не нужна, ни Грузии не нужна сильная Абхазия. И я не поверю, что грузины захотят сильную Абхазию или Россия захочет. Все хотят нам принести рыбу. Ну, удочку дать нам никто не хочет. Объясню своими словами, фактами. Прошло 33 года после известных военных действий, да? Где вы, кстати, вышли победителем. Это будет потом последний вопрос, кстати. Абхазия, Грузия могла бы подписать договор, не устраивать нам экономические блокады, дать нам возможность развиваться, чтобы мы не там рыбу просили, а сами рыбу добывали. Но Грузия всеми возможными путями, вы прекрасно знаете, закон об оккупированных территориях, экономической деятельности. И в любом проявлении, когда Абхазия пытается проявить себя, выйти даже на международной арене в спортивной форме абхазской выступить, Грузия блокирует. Это ли есть, вот к ним мне надо пойти за помощью? Это элементарная государственность. А? Хасанбеевич, подожди, ну не лезь, я же не с тобой. То, что говоришь, хоть если мы будем это допускать, это будет признанием Абхазии. Я отвечу на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Ну, что касается санкций, это обычная государственная практика во всем мире. Потому что Грузия тоже общество неоднородное, разные политические течения, партии, взгляды, поэтому это Грузия не придумала, это во всем мире. Но я вам другое скажу, уважаемые абхазы, вам не нужно признание Абхазии. Если Грузия признает Абхазию, Абхазию признает весь мир. Других проблем ни с кем не будет. Если весь мир признает Абхазию, первым требованием к Абхазии будет привести в соответствие с демократическими нормами Конституцию Абхазии. А в Конституции Абхазии есть пункт, что
президентом Абхазии может быть только этнический абхаз. Если вы приведете в соответствие с демократическими нормами свою конституцию по требованию мирового сообщества, то президентом Абхазии может быть любой гражданин Абхазии. Ну, можно сделать 5-летний ценз и знание абхазского языка. Если вы введете эту поправку в свою конституцию, вы никогда выборы уже не выиграете. Будет кто-нибудь не абхаз, родившийся в Абхазии и владеющий абхазским языком. И никогда вы в Абхазии власть уже не получите. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому вам не нужно признание мирового сообщества. Хасимбеевич, секундочку. Я извиняюсь. Назовите мне, пожалуйста, прецедент на Кавказе, чтобы... Я договорю. Ага. Я договорю. Вам сейчас вот эта неразбериха, которая творится в Абхазии, больше устраивает. Потому что воруют все, начиная от президента, заканчивая охранником. Не воруют только те, у кого нету такой возможности. Сколько денег в виде какой-то там помощи было за все эти годы предоставлены в Абхазию? Вот это Науру, помните, которая она, в общем, признала, о которой мы услышали тогда, когда она признала Абхазию. Что это было такое? Это был инструмент воровства. Может, забыть, она отозвала. Это был инструмент, да, они ее использовали, и все. Это был инструмент воровства. То есть деньги ворованные, деньги обычно проходили через их банки. Это остров, где есть пляж и банк, и больше ничего нету. Хасанбеевич, Я могу парировать, Хасимбеевич? мне кажется, вашему оппоненту как раз и надо то, о чем мы говорили, чтобы не абхазец стал президентом Абхазии, потому что он сам не является абхазцем и на президентское кресло. Я Конечно, так думаю. мне это выгодно. Хасимбеевич, назовите мне, пожалуйста, прецедент в любой Кавказской республике, пусть будет на территории Российской Федерации или на территории Грузии, Армении или Азербайджана, чтобы не было этнической национальности той страны, как она называется. Можете назвать? Даже в этих странах нет этого закона. Есть? Ну, в Аргентине два слова. Я сказал на Кавказе, Хасимбеевич. Слушай, а на Кавказе ты что, видел нормальное государство? Ну понятно. Хасимбеевич, еще один вопрос меня интересующий. Скажите, пожалуйста, вы не отошли от своих обычаев, от датов и традиций? Ну, к сожалению, живя в Европе. Частично отошли, но стараемся. Ну, морально-этическое кавказское вас осталось? Надеюсь. В современная Грузия, в вашем понятии, морально-этическое кавказского общества соответствует? Вполне. Современному этническому соответствует. Я неоднократно был в Грузии. Ну, мне кажется, что вы Картвела никогда в глаза не видели, Хасимбеевич. Это вам кажется. Включи Мне камеру, кажется, можно перекреститься. Я понял. Да, еще кажется, надо перекреститься. Хасимбеевич, я все прекрасно понял. Еще скажите, пожалуйста, вы гордитесь тем, что вы победитель? Конечно. Горжусь тем, что я герой. Все, ассаламу алейкум. Хасимбеевич, больше вопросов к вам не имею. Если вас Абхазия не приглашает, мы вас пригласим. С удовольствием побеседуем. Вы ответили все честно, как можете. Опять грузины вас приглашают, Хасимбеевич. Где грузины? Все мигрелы сидят, слушай, и Хасимбеевич, тебя мигрелы оккупировали. Здесь абхазов даже нету, я тебя удивить хочу. Тебя дурят, Хасимбеевич, это мигрелы, не грузины. Подожди, ты что, меня считаешь мальчиком? Я здесь разговариваю сегодня с мингрелами. Потому что с ними можно разговаривать, а с вами невозможно почему-то. К сожалению, так. Правильно, Хасим. Мигрелы, они такие гибкие, с ними. Ну, молодцы, правильно. Здравствуйте, Ибрагим, мы с вами знакомы, мы с вами знакомы, мы с вами разговаривали, вы помните, наверное. Да. Я бы хотела тут сказать, что вот тут упоминают и часто говорят, что на сегодняшний день грузинская сторона и абхазская сторона. Просто хочу исправить, что в дипломатии и на международном уровне, если переговоры, никакая грузинская сторона, никакая абхазская сторона не существует. После 2008 года существует только грузинская и российская сторона. Эти переговоры ведутся так.
Так что у многих есть тут иллюзии, что переговоры ведут, например, насчет признания или, ну, не имеет значения на кое-какие темы, Абхазия и абхазы и грузины. Но нет, вы, наверное, лучше меня знаете, что абхазам там даже слова не дают. Может, вам поверят, потому что часто мне не верят. Да, да, это именно так. Россия. Если бы там была бы абхазская и грузинская сторона, мы бы без проблем договорились бы. Но пока там будет русская сторона, шансов договориться нету. Ну, потому что сняли, да, вот полностью сняли абхазов, даже у них нету никакого там статуса, что они охранники, я не знаю, где официанты, или почему они вообще там сидят, потому что нету абхазской стороны. Так что, дорогие абхазы, когда вы говорите, что мы с вами должны договориться, это, ну, это исключено, потому что за вас говорит Россия всегда. А с русскими договориться, с грузинами, вот уважаемый Ибрагим считает, что пророссийские власти, я бы сказала, я тоже оппозиционно настроенная, ну, я не очень любливаю кое-каких во власти, но недавно, например, шли американские и грузинские учения вот, и учения, это «Синие кепи» называется. Это не Альфа, которые зашли, например, в Венесуэлу, но такая, да, серьезный спецназ. Вот, неделю-два назад проходили у нас вот эти учения. Так что я вот это хотела сказать, что вот сегодня... Это мое мнение такое. Да. Вы имеете право. Я не претендую на истину. Да, вы имеете полное право. И вот то, что я хотела сейчас сказать, было вот все это, что когда упомянут и говорят, что сегодня существует грузинская и абхазская сторона, нет, мои дорогие, сегодня существует грузинская и российская сторона, к сожалению, абхазов. Согласен. Спасибо, Ибрагим, спасибо. Иракли, мадлоба диди. До свидания, Ибрагим. Приятно было пообщаться. Надеюсь, мы еще встретимся в эфирах. Еще лучше будет, если в жизни встретимся. Да. Счастливо. В принципе, мы закончили, наверное. Если вы еще хотите от себя что-то добавить. Да, я одно слово скажу в заключение. Я считаю, что эта война была испытанием для всех северокавказских народов. И мы на фоне того, что происходило в Чечне, на фоне того, что происходит в Украине, на фоне войны, которую постоянно ведет Российская империя по всему миру, это испытания прошли довольно-таки достойно. Мы, как я уже говорил, у нас нет расследованных военных преступлений, только миф об этих преступлениях. Мы друг к другу даже во время войны относились с уважением, и сейчас для нас крайне важно пройти этот период, перевернуть эту страницу, с чистого листа начать договариваться. К сожалению, пока Российская империя присутствует в Абхазии, там это невозможно. Но я уверен, как только эпоха русских пройдет, и мы избавимся от этой империи, ситуация там в корне поменяется, появятся большие перспективы по вопросам договориться именно по этой проблеме. Вы должны сами договариваться, как я уже говорил, а мы это северокавказские народы. Я очень надеюсь, я сейчас работаю над этим, я хочу свою оставшуюся жизнь посвятить этому вопросу, чтобы отделиться от России всем Кавказом, создать конфедерацию кавказских народов равноправную. Для нас крайне важно, чтобы каждая национальность, каждая сейчас республика обрела себя, свою территорию, независимость, государственность. Даже необходим какой-нибудь период для небольшого экономического развития, а после этого я надеюсь, что северокавказские народы придут к какой-то равноправной конфедерации, и Северный Кавказ станет государством. По крайней мере, мы об этом мечтаем, мы над этим работаем.
Поэтому мне было очень интересно. Я с удовольствием, если еще пригласите, приду к вам и к абхазам тоже. Поэтому, думаю, до новых встреч. Благодарю. Я вас с удовольствием приглашу еще раз, и я бы с удовольствием с вами обсудил бы тему об идентичности этноса, о сохранении языка. Я знаю, вы хорошо в этих вопросах разбираетесь. И как-нибудь, если вы не против, договоримся и поговорим. Не против. Постараюсь. Всего вам доброго. Большое вам спасибо за сегодняшний эфир. Вы дали исчерпывающие вопросы, ответы на все вопросы. И я вам за это очень благодарен. Очень приятно было с вами вести этот стрим. Счастливо. До встречи. До встречи. До встречи.